нашего канала. Сегодня мы для вас подготовили специальную передачу для огородников-любителей. Мы в гостях в лаборатории картофелеводства и агроэкологии Якутского НИИ сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. У нас в гостях один из специалистов этой лаборатории Анна Викторовна Протопопова. И вот первый мой вопрос. Скоро уже начнутся посадочные работы. Нас интересует заболевания картофеля. Вкратце, именно для любителей, так глубоко не вдаваясь в подробности, пожалуйста, нам расскажите, с какими основными заболеваниями нам приходится сталкиваться. Так, в условиях Якутии, картофель, он относится к таким культурам, которые очень сильно поражаются разными болезнями. В основном это грибные, бактериальные и вирусы. К заболеваниям относятся фитофтороз картофеля, сухие гнили, такие как фузариозная, фомозная гнили и смешанные их инфекции. Потери от разных видов грибных заболеваний могут достигать во время хранения до 50-70%. А во время вегетации потери от них могут составлять от 25 до 30%. Также к наиболее распространенным заболеваниям относятся ризоктониоз, альтернариоз. Самым грозным, опасным заболеванием по всей России, везде, в любом регионе, в мировом даже уровне, является фитофтороз картофеля. Он также поражает и ботву, и поражает клубни во время хранения. Симптомы заболеваний во время вегетации, от грибных болезней, они очень друг с другом схожи. То есть проявляются, как любители, могут заметить, коричневые пятна проявляются на ботве, и все начинают путать его с фитофторозом у нас, Бывают у нас такие случаи, подходят на консультацию и спрашивают, это фитофтороз или нет. Насчет этого я скажу, что его определяют только специалисты, то есть в конкретном случае это можем определить именно мы в лабораторных условиях, подтвердить, точно это или фитофтороз, или это схожее заболевание, или альтернариоз, скажем, И совсем меры борьбы с ними разные, допустим. Если это было симптомами заболевания, был альтернариоз, можно обойтись мерами профилактики. А если вам специалист установил, что это все-таки у вас на ботве или на клубнях все-таки проявился фитофтороз, то уже меры нужно принимать более такие строгие. То нужно удалять все больные клубни с семенного материала, абсолютно все. Их нельзя использовать как семенной материал. И в продовольствии он полностью сгнивает. С декабря месяца лучше всего употребить этот картофель в пищу и не использовать его на семенной материал. Сухие гнили, они также представляют угрозу для семенного материала, и их также нельзя использовать в качестве семенного материала. У многих любителей возникают такие ошибки, они используют их как в качестве семенного материала. Они его подрезают или что, но у многих заболеваний бывают скрытые формы, латентные формы заболеваний, то есть на кожуре, на мякоти они не проявляются никак. А потом, когда попадают в естественную среду, в почву, скажем, то для них проявляются благоприятные условия для их развития, и, соответственно, они начинают гнить. У всех через месяц начнутся посадочные работы. Соответственно, их нужно положить в теплое место для проращивания ростков. И, соответственно, эти болезни, они начинают как-то проявляться. И, следовательно, первая мера, это профилактическая именно мера. Эти больные клубни, которые сгнили, их нужно утилизировать. Желательно сжечь. Семенной фонд мы сейчас выстлали, скажем так, на полу, обычными словами, из-под поля вытащили, и они могут сгнить, Самая оптимальная температура для проявления болезни от 18 градусов. От 18 до 22, обычная комнатная температура, и, соответственно, простым языком, провокация. Вы начинаете делать провокацию, и, соответственно, больные сгнившие клубни вы просто удаляете из своего семенного материала. Посадили, они взошли. Так, и если все-таки
вместе с клубнями посадили скрытую форму, так, она никак не проявилась при провокации, следовательно, она проявляется на ботве картофеля, да, и обычно болезни, они начинают проявляться с июля месяца, с конца июля месяца, но это относится к грибным заболеваниям. Ну, и не только к грибным, бактериальные, они тоже также начинают проявляться с конца июля, с 15 числа июля начинают проявляться, и на них появляются вот такие характерные пятна, тоже альтернериоз. И, соответственно, обработка их медь-содержащими препаратами, то есть контактными. Это грозное заболевание, то уже нужно применять какие-то системные препараты, которые проникают именно в ткань клубня или ткань этого самого растения, и по уже клеточному соку они должны убивать вот этот вот патоген. Соответственно, этот препарат. И непосредственно, если заметили все-таки какие-то характерные заболевания, вот, лучше удалить полностью ботву, растение само полностью, выкорчевать из почвы и вместе с ним удалить, если все-таки пошло клубнеобразование, вместе с ним удалить все полностью клубни. А землю? По-другому землю никак не обрабатывают. Земля, она сама очищается, и никакие препараты землю, почву не опрыскивают им. То есть самое главное это удалить клубни. Да, стебли, удалить патоген из листья. Листья. И обязательно сжечь, да. Ни в коем случае его в компост и вот это вот все не пускать. У многих тоже такое же ошибочное мнение есть, их пускают на компосты. Вот. А там патоген сохраняется, и, следовательно, в следующем году вместе с этим компостом он попадет в почву. Уважаемые зрители, вы самое главное, наверное, поняли из рассказа Анны Викторовны о том, что вот, там могут скрываться такие сложные опасные заболевания, которые нужно вот так серьезным образом профилактировать, выбирая из клубней и, собственно, стебли с листьями. Ну вот, спасибо, Анна Викторовна. Пожалуйста. За рассказ. В любой момент можете, если у вас какие-то возникли вопросы по профилактике, по мерам борьбы, по заболеваниям, можете подходить к нам в наш институт за дополнительной консультацией. Теперь у нас в гостях Дарья Васильевна Борисова, которой мы зададим вот такой вопрос: как подготовить семенной материал к посадке? Мы говорим сегодня о картофеле. Традиционным методом является проращивание на свету. Клубни проращивают при температуре от 18 до 20 градусов, 20-30 дней до посадки. Время проращивания можно обработать стимуляторами роста. Перед посадкой проводят переборку, бракуют больные и поврежденные клубни. При нехватке нового материала клубни можно разрезать пополам, чтобы в каждой половине было по 2 или 3 глазка. Ну, а теперь у нас в гостях Яковлева Нарья Семеновна. Я хочу вот Нарье Семеновне задать вопрос относительно... Сейчас очень много привозят разных сортов. У нас есть свои сорта. Есть у нас сорта, которые рекомендуемые, и есть у нас свои сорта, районированные. Годно в республику завозят семенной материал картофеля, разные сорта. Сорта они как выбирают? Там, где подешевле, там, где попроще, там, где вот по внешним вот этим показателям. Сосновский не слышал никогда. Ясно. Да, они в основном проходят сертификацию, но они проходят ее там. Но они в наших условиях они не подходят. Первые 2 года они могут дать урожай хороший, но с последующими репродукциями они уже снижают, и начинается уже резкий спад. А сорта, которые вот наши районированные, они дают стабильный урожай. Каждый год, ежегодно дают стабильный урожай. Они потому что подходят, они созданы для наших условий. А могли бы вы, Нарья Семеновна, назвать вот основные наши
якутские, скажем, районированные сорта? Есть сорт Вармас, Тулунский ранний, Якутянка, Северный, Невский и Любава. Вкусовые характеристики меня интересуют. Вот чем объясняются вот эти вкусовые характеристики, вкус? Вот мне, например, пускай он даже малоурожайный, но дома лучше иметь очень вкусный картофель. Вкусовые качества в основном они как бы от особенностей сорта, да, и от особенностей агротехники, и очень зависит от природных климатических условий. Крахмал, содержание крахмала, сухого вещества, витамина, все на это. Следующий наш специалист лаборатории картофелеводства и агроэкологии Александра Николаевна Сысоева. Чтобы получить хороший урожай картофеля, надо сначала правильно подобрать сорт картофеля. Сорт картофеля различается по срокам созревания, устойчивости к болезням, содержанию крахмала. В наших природно-климатических условиях сорта картофеля должны отвечать следующим требованиям. Это раннеспелость, устойчивость к засухе и заморозкам, устойчивость к наиболее опасным заболеваниям и хорошей лёгкостью при хранении. В нашей республике районированы такие сорта, как Якутянка, Вармас, Тулунский ранний, Невский, Любава и Северный. Из них вот сорта Якутянка и Северный являются сортами селекции нашего института, Якутского научного института сельского хозяйства. Оба сорта относятся к группам раннеспелых. Потенциальная урожайность сортов 25-30 тонн на га. А так в наших условиях сорт Якутянка в хорошие годы дает урожайность до 20 тонн на га, в среднем 10 тонн на га. Александра Николаевна, вот у меня на участке как бы есть два основных сорта. Один такой белый, скажем, желтый, пораженный очень сильно паршой, весь такой бугристый, но он очень вкусный. А другой сорт такого малинового цвета, он очень хорошо хранится, но ни вкуса, ни запаха у него нет, и он еще чернеет после варки. Вот это что за сорта? Я уже сам не знаю, как вы думаете? Ну, белый картофель это, наверное, у вас сорт Вармас. Он очень вкусный, да? Да, по вкусовым качествам, вкусовые качества у него отличные, но он не устойчив к таким болезням, как вот парша. А вот малиновый вот сорт, это, наверное, сорт Розара. У него вот урожайность высокая. Хранение хорошее очень. Ну, хранение, да, хранение, лёгкость у него хорошая, но он вот... чернеет после варки. Ну да, это из-за содержания, вот, большого содержания крахмала. Ну, большое спасибо за эту ценную информацию, будем знать.